В этом доме, в этой квартире жила Ремзия Бакал. Это ее любимая комната. Это ее комната, это ее место. Вот она здесь сидела, она здесь творила. Ну, а я туда-сюда ходила, я ей никогда не мешала. И здесь она принимала гостей. Бакал Тарсинова, Ремзия Усейновна Бакал. Она родилась в творческой семье Усейна Бакала, да. Зория Ханум. В семье Усейна Бакала, известного балетмейстера. Мама у нее была пианисткой, семья была культурная. Вот именно на вот этой фотографии это вся ее семья, да? Угу. Ну, уже без мамы. Зоря Птирана умерла, а это вот дедушка Усейн. И вот 4 сестры. Но из них, из всех, больше всех на дедушку похожа мама. Как внешне, так и внутренне. Такая же талантливая. Когда они были детьми, дедушка их очень развивал. Он покупал, тогда вот уже вот эти были, очевидно, виниловые какие-то пластинки. Они были подкованы во всем. И оперы знали, и арии знали, и дедушка их вот так развивал. Тем более бабушка была пианистка, тоже сидела и играла. И вот они ходили в танцевальные кружки. Все истоки оттуда. Это все в Крыму было? Это было все в Симферополе, в Крыму, до войны. Она родилась в Симферополе? Она родилась в Симферополе. И жили они, вот там, где сейчас Украинский театр, вот в этом месте у них был дом. Она самородок, она нигде не обучалась. Ни в каких училищах, ни хореографических, нигде она не обучалась. И дедушка тоже у нас, Усейн, он тоже нигде не учился. Это вот просто талантливые, одаренные от природы люди. В Таджикистане, с самого начала, как она и поступила в театр имени Александра Сергеевича Пушкина, вот до последних дней она там и проработала. До 92-го года. Вот пока не переехала сюда. Она всю жизнь танцевала таджикские танцы. Она ставила эти танцы. Но она ставила не только таджикские танцы. У нее очень много танцев, танцы народов мира. 40 лет она уже поняла, что она уже пенсионер, что ей уже пора уходить. И вот она уже перешла на балетмейстерскую работу. Но постоянно ездила. В Ташкент она ездила, Хайтарму курировала. Она еще, будучи, когда работала в Таджикистане, она уже ездила многие годы. Наверное, 10 или 15 лет она ездила. Вот эти истоки все были уже в Хайтарме. А тут она уже приехала, она уже просто влилась. И в Крым, и в Хайтарму. И это само собой получилось. И она уже перешла полностью в Хайтарму. Хайтарма – это вообще ее детище. Saygılarımız, biz sizler için çalışanız. Siz varsınız, bizler vermesi için. Siz vermezseniz, biz bire getiririz. Когда ей уже сказали, что вам пора уходить, она пришла, вот села сюда и говорит: «Менде напаем, без Хайтармы нападем, менде, энде олиим деда». Я говорю: «Мам, жизнь продолжается». Дала, значит, я ей общую тетрадку, ручку. Я говорю: «Давай пиши, сиди мемуары. Вот все, что помнишь, вот сиди и пиши». Вот я ее заставила писать вот эту книгу. Гульнар Ханым, а расскажите, вы говорите, она здесь в этой комнате творила. Что она делала? Как у нее вот этот весь процесс проходил? У нее была коробочка с разноцветными пуговичками. Вот она здесь сидела, вот она это все переставляла, что-то себе мурлыкала. Очевидно, фон музыкальный, какой это будет танец, какая это будет композиция. Она и пела, она и танцевала, она и вставала, и движения показывала. Это вообще человек-огонь был. Она до 90 лет танцевала? Да, она показывала, вставала, и движения показывала, и так, и так. Она вот такая, знаете, вот немножко в мужском стиле она такая. Не плавная вот такая, вот как наши танцы, да, вот так танцуют. Она вот такая была, вот такая. И раз, и два, и ниже. А какой она была дома? Дома она была беззащитная, беспомощная. Конечно, то, что она была жесткая, она и в семье была жесткая, с одной стороны. Но, тем не менее, она очень любила и свою семью. Вот она вообще по жизни вот такой человек.
Может быть, жизнь ее сделала такой, закалила, да? Потому что какие времена сложные были. И такая юморная была она очень современная была. Вот, без комплексов, без ничего. Она все приветствовала, ей все нравилось. Ремзе ханым вокал, кеңерлі достар. Sağ olunuz Ремзе ханым. Она воспитала немалую плеяду хороших танцоров, как мужчин, так и женщин. Вот, Джемиле, Мунир, Муслидинова, вот, Универ. Ну и прочие, как говорится, весь состав танцевальный в Хайтарме – это ее ученики. А все остальное, то, что она оставила еще, это признание и любовь народа. Она только этим жила, вот, до последнего. Вот даже она уже, когда уходящая была, уже на этом диване лежала, болела. Говорит, я сейчас на бок повернусь и буду ставить новый танец до последнего вздоха. Она вот только вот этим и жила. Она тут сидит все время у меня. Она сидит, она все равно творит, она никуда не делась.